айтасың шоу, ау, не айтасың шоу. Көрерменім назарың бізде болсын. Ана шоу. Ассаламу алейкум, құрметті біздің көрермендер. Ал не айтасың шоу, наш очередной подкаст, очередной эпизод. И сегодня у нас в гостях Иреке, наш чемпион, наш герой нашего города, региона, да не то что региона, целого Казахстана. Человек, который в спорте добился очень многого и еще много чего планирует сделать, поэтому, пожалуйста, ваши бурные аплодисменты Иреке. Ассаламу алейкум, Асике, ассаламу алейкум, зрители, рахмет за такой кошемет, что пригласили, вообще очень приятно. И надеюсь, осы бастамаңыз сіздерге. Желаю тек баракатной работы, дедо, чтобы побольше зрителей, аудитории, чтобы видели, слушали, как бы развитие, конечно. У тебя жақсы бастамасы. Я очень рад, что вот ты начал такой подкаст, этот вообще канал YouTube, вообще керемет. Құтты болсын, оң болсын, бастапыңыз. Ну, Иреке, давай начнем с того, что ты расскажешь. Ну, наверное, многие знают в нашем городе Ержанды, брах, ты расскажи о себе там. Ну, вот, прям с начала, вот как ты пришел, да, где, откуда ты вообще, где ты, что ты не думал, как вообще все это произошло, как ты появился на свет, что это вообще, как у тебя жизнь вообще происходила? Я родился в 85 году, брат, мы с тобой Курдасы. Родился я, брат, в Красноводский город, Туркменистан. Раньше это был СССР, в то время Красноводск. Потом переехал в Актау. Молодость свою, и до сих пор живу, и провел здесь в Актау. В спорт я пришел благодаря моему первому тренеру, моему наставнику, моему старшему брату, покойному Мухтару Кажаеву. Это мой, можно сказать, первый тренер, второй отец. Это человек, который привел и воспитал меня, можно сказать, в этом спорте. Я этим видом спорта начал заниматься в 3 года. С 3 лет, да, мне было 3 лет. Я уже с 3 лет, в 3 года уже бегал в зале. Естественно, когда такой брат, тренер и... Как не побежать? Да, как не побежать. И благодаря ему, сперва, конечно, Всевышнему, ему и моим родителям, я как бы добился таких успехов, можно сказать, в спорте и в жизни, как бы. И, можно сказать, я не сожалею и как бы, то, что рад, да, к этому. Этот человек для меня много чего сделал. К сожалению, сейчас его нету, как бы он в 2008 году умер. Какие достижения тогда в спорте? В спорте. Ну, я знаю, у тебя много этих достижений, ты сейчас это на 2-3 часа у нас идет. В целом, как бы, такие прям яркие. Яркие достижения, можно сказать, мастер спорта международного класса, черный пояс, 3-й дан, чемпион Азии, призер Азии, двукратный серебряный призер чемпионата мира, призер мира, короче, в общем, там хватает как бы самый максимальный участник азиатских игр. До Олимпиады, конечно, не попал. Вот в 2020 году у меня уже возраст, как бы, и травмы, как бы, спортивные. Да. Пока шел, этого не было. Это была у меня мечта попасть на Олимпийские игры и завоевать медаль. Но, к сожалению, у меня не получилось. Зато наши спортсмены показали, наши братья, наши соотечественники. Аллах шукр. А теперь такой самый яркий момент именно в процессе, да, там, небольшую такую зарисовку сделали, там вышел, кому-то нос сломал, что-то еще. Усыплял вообще, кстати, на поединке, прям на официальном было такое, что? Это у меня большая проблема была, то что у нас вообще спорт,
Как бы ближе как олимпийский вид, нельзя было травмировать, у нас как бы безопасный вид спорта. Со всеми этими. Да, у меня был, это большая проблема, у меня чуть-чуть этот козлышок, знаешь, знаешь, отдается До там, конца, вот, да. казахтар, да, драться. У меня вот всегда в таких соревнованиях у меня было дело, что я мог нос сломать или там вырубить его, и меня снимали с соревнований. Вот, финалы сколько было, это была очень большая проблема. Жалко тогда UFC не было, да? Сразу туда пошел бы. Ну, к сожалению, мы еще как бы в то время занимались жестким видом спорта, и как бы к этому приходить тяжело было. Ну, выступали хорошо, просто бывает момент, то, что раз нечаянно попадут и не можешь сдерживать себя, эмоции, там этот. Бывало так, то, что не сказать мало, но раз, наверное, 10, наверное, может, сняли соревнования, таких ответственных соревнований хороших, когда я мог уже стать чемпионом, завоевать медаль. Эмоции. Да. Эмоции победили. Эмоции, да, как бы. Ну что, это спорт, это бывает такое, как бы, падение, высоты, как проигрыши, выигрыши. Это... А сколько раз тебя усыпляли на стадионе? Ой. И на тренировке, и С на ноги, соревнованиях. Нет, с ноги не было, вот бывало там случайно, там, или головой, там, или рукой, там. Не помню, честно. Это вид спорта. Потому что вы усыпляли, не помню сколько раз. Это спорт. Спорт, как говорится, калечит. Бывает такое в спорте. Да, есть такое. Вот следующий такой вопрос. Ну, у всех в среднем, например, спортсменов, кто занимается профессионально, кто там любительски, ну, в целом, у всех есть средний возраст от 30 до 40 лет, когда он заканчивает карьеру, да, спортивную. Ну, если там до 30 где-то травма не остановила его, да, какая-то там конкретная. Но бывает такое, да, там от 30 до 40 ты там заканчиваешь карьеру. И как вообще сейчас, ну, много твоего поколения, например, ребят, да, постарше, младше, там, кто уже заканчивает и думает дальше. Вот как у тебя, например, как ты думаешь, что дальше делать с этим спортом? Вообще у каждого спортсмена, можно сказать, да, есть мечта, там, цель. Например, у меня там такая цель и мечта построить зал, свой зал, свой клуб, да, открыть, как бы тренировать, развивать. Не только там, например, я вот карате, и другие виды спорта, которые у нас нет в Мангистау, в Казахстане, приглашать хороших специалистов, которые я знаю. Я общаюсь, ну, по всему миру, да, как бы. Много чего можно развить. Это, можно сказать, любого спортсмена после спорта, он хочет, чтобы то, что он за эти годы наработал, да, чтобы дальше продолжать, да, развивать и давать молодому поколению. Естественно, это ход такой сделать, но сейчас нет таких возможностей. Если была бы такая возможность, с удовольствием я бы открыл бы свой клуб, зал и дальше продолжал бы развивать спорт в Казахстане, как бы. Это просто спортзал, это клуб, зал, это второй дом для подрастающего поколения, вообще для человека. Там не обязательно выходить с этого зала там чемпионом, да. Из 100 человек, может, 10 человек выйдут там олимпийские медали, а остальные, они закаляются. Основная цель – здоровый образ жизни, воспитание. Воспитание, самое главное, дисциплина, вот это все нарабатывается. Потом он в жизни, он может, как бы, за то, что он такой заработал стержень, как бы воспитание, такой характер, он может дальше расти по карьерному росту. Я, например, многих знаю ребят, которые закончили спорт, юристы хорошие, например, адвокаты, там, в органах работают, или бизнесмены, да, благодаря этой жилке, этой вот наставлению. У меня, например, цель такая, да, что дай бог, если у меня получится, вот у меня идеи, что такие, много идей, но возможности с идеями иногда не совпадаются. Хочется, чтобы вот это развивать. Дай Аллах у себя в Актау, в Мангистауской области и постепенно по Казахстану. Я даже вроде бы знаю ребят, которые видел в Инстаграме, 2 брата, которые у них по Казахстану, они открывают залы, как бы помогают. Ну, в общем, такая цель. А по поводу возраста, брат, это я, например, закончил 25 лет, да, как бы из 25 лет я дотянул там еще 2-3 года, потому что у меня
травма сильная была, вот, удары, можно сказать, и в то Но время все-таки у нас, боевой вид, это не футбол, это не вообще, танцы. мне кажется, любой профессиональный спорт это калечит. Надо заниматься спортом, Если профессионально, физкультурой, да, если профессионально. Надо заниматься, если для себя, этого нету. А когда профессионально занимаешься, у тебя уже травмы. Да, есть У такое. меня как бы еще с детства травмы, как бы, как видишь, у меня в 3 года я потерял глаз. У меня буквально мальчишки подросткового возраста выбили глаз, и как бы с этого момента как бы у меня началась такая Карьера каратиста? каратиста и как бы такая барьера, да, можно сказать. Мне запрещали все. Спорт, телевизор, компьютер, там, вождение, например, все запретили, потому что нельзя было. Просто инвалид и все. Просто потому что протокол. Ну, По воле все-таки, Всевышнему, несмотря да, на это, по воле Всевышнему, благодаря, вот говорю же, первому Всевышнему, потом родителям, моему тренеру, которого поверил в меня и всегда тянул, не жалел и оставлял на путь, да, вот как бы вот этот перебороть. Вот. Это не секрет, любой человек, который какие-то проблемы, даже бывает с лишним весом, да, многие же, он начинает комплексовать, это еще когда начинают еще дети же не понимают, там издеваются, там, у кого-то там инвалидность, там ноги нету, руки нету. Много как бы и это знаешь, это такой, можно сказать, перебороть вот это все, потом еще занимать какие-то должности или места, да, это большое дело, как бы, потому что я знаю многих таких ребят, которые инвалиды в спорте, как бы я с ними иногда захожу, занимаюсь в зале, смотрю на них, просто вдохновляюсь. Действительно, да, у него нету там ноги или там руки нету, он такие вещи делает, это вообще, как бы. И с этого упорства вот у меня вот пошло-поехало, как бы, да, у меня как бы уже определенный возраст, у меня начал подводить у меня травм сколько, как бы, в то время врачей у нас как бы особо, это сейчас большая проблема. Да. Бақсыға барасың там, ұшық салып береді. Ну, таких сейчас очень мало тоже, у меня вот бабушка была, она у меня постоянно, любой вывих, перелом, она мне в первую очередь она оставляла, как бы, да, у меня нос 4 разломался, поверишь, она просто ложечкой элементарно оставляла, вот такой удар был человек, а сейчас таких людей мало, как бы. Вот, как бы, я 25 лет, например, закончил, есть люди, которые до 40 доходят, как бы, да, если повезет, как бы, если таких, но все равно после спорта любой спортсмен это больной человек, как бы, лечение, лекарства, восстанавливается, как бы это. Вот так вот. Так что надо заниматься спортом для себя, как бы, можно сказать. Ну, не каждый решится, что дальше завоевать вот эти медали и как бы рисковать своим здоровьем. Это мало кто, да? Ну да, это больше, наверное, как для каких-то званий. Ну, по-любому, любое достижение это для того, чтобы показать, что ты сделал. Конечно, страну представить, например, да. Показать, что вот в Казахстане есть такие батыры, да, действительно, то, что, например, я расскажу, 2005 год мы в первый раз поехали в Лас-Вегас, там был Open USA, там собралось около 100 стран, как бы такой турнир хороший. И как-то мы гуляем, и ко мне подходит человек, говорит, where are you from? Я говорю, Казахстан. Он говорит, это где? Казахстан. Я говорю, Афганистан? Я говорю, нет, Казахстан. И Россия, говорю, рядом здесь, как бы, все, да? что стан, это Афганистан. Да, как бы у них. Потом говорю, Куке, я вам покажу сейчас скоро на соревнованиях. И вот так вот. После соревнований. В стойку встал, развернулся, на тебе, да, вот он, Казахстан. Показали шоу, пьедестал, потом говорят, Казахстан, как бы, да, как бы, это уже потом, уже после, уже, сколько лет уже, 17-16 год, сразу Казахстан, Гена Головкин, уже потихонечку, да, как бы узнают по поводу, от чего, ну, когда президент приезжает, и когда человек, спортсмен поднимается пьедестал, вот так вот, и узнают, и страны, да. Достижения. Да. Но, естественно, хочу не только в спорте, чтобы нас знали, технологии, то, что біздің қазақтың балдары, вот, ну, с Казахстана, вот, много ребят талантливых. Я в первом шоу вот видел наш молодой парнишка, он Расул. Сколько лет тому, да, он уже постепенно. Я хочу, чтобы такие ребята росли.
росли и доказывали по всему миру, то, что мы можем, у нас есть тоже такие таланты, чтобы узнавали страну. Везде, вот Казахстан, да, такие есть ребята, такие как наши, да, вот значит, батыры, да, современные. Например, сейчас вот Димаша, да, знают тоже, весь мир знает. Молодец, как он поднялся. Да. Можно, все возможно, просто надо делать и осуществлять все вот эти мечты, цели. Ну, Сначала надо начинать с себя. Себя, конечно, это в первую очередь. Да, и вообще такая есть философия же, да, то есть самая главная война человека, борьба человека — это с собой. Самим собой. Сначала ты должен себя победить. А это, то есть это не один раз происходит, да, ты там себя победил и все, там кайфуешь. Это каждый день, каждое утро просыпаешься, и ты просто начинаешь борьбу сам с собой, да, то есть проснуться, надо сделать это, надо поехать, надо сделать, надо прочитать, надо там что-то создать и так далее. То есть это постоянная борьба с собой, и многие тратят это время на то, чтобы бороться с кем-то. В этом и ошибка, да, общества, то, что все время там кого-то поправить, да, ты не так идешь, да, ты не так там сидишь и так далее. Но сначала исправь себя, сделай как надо, и потом люди сами придут, будут спрашивать, как ты это сделал. Может быть, тогда можно сказать, да. Вот возвращаясь к вопросу, вот заканчиваешь карьеру, ты хочешь, допустим, ты рассказал свою мечту, да, ты хочешь открыть школу боевых искусств. Пусть это будет там микс martial arts, там, все что угодно, да. Но понятное дело, сейчас как бы, ну, все мы знаем, что на государственную поддержку особо рассчитывать не надо. Это я не в контексте какой-то обиды говорю, а реально понимая ответственность, что вот действительно ты сам, да, допустим, если тебе, например, нужна школа, то есть способы ее создать и без государственной поддержки, потому что есть люди, которые сидят и говорят, блин, государство не помогает и ничего не пойдет, да. Есть, например, ты сам только что говорил, что вот в Казахстане есть братья, которые там школы открывают по регионам. То есть есть тоже другие ребята, которые сами когда-то были спортсменами, сами любят этот спорт, там карате, дзюдо, там боксеров очень много, которые сейчас как крутые там бизнесмены там и так далее. По-любому у них есть какое-то тоже желание помочь, поддержать. То есть вопрос такой, что если, например, искать айтедо, здесь по-любому найдешь. И суть в том, что сейчас вот как раз и в подкасте, вот кто увидит, кто услышит, реально на самом деле спорт, вот я чисто свое мнение говорю, да, спорт это очень важно для развития общества. Не в плане того, что в какой-то момент тебе нужно будет защищаться. Это вообще не про боевые искусства. Все вот эти мастера великие, они все говорят, на улицу выходишь, ты не должен вообще ни с кем конфликтовать. Не быть уверенным, что ты можешь сейчас усыпить, там, сломать или что-то еще. Это самое хреновое вообще понимание, когда ты выходишь, там, научился один удар и идешь практиковать. Да? Многие, сколько я слышал, читал, многие мастера, вот именно спорт – это дисциплина, это здоровье, это баланс здесь и здесь. То есть ты чувствуешь себя уверенным, потому что ты в форме. Да? И то есть здесь это приходит больше, мы переводим на тему воспитания. Здесь, то есть ты тоже отметил вот воспитание, это вот воспитание детей в спортивной школе, это важно, но воспитание детей, например, дома. Да? Сейчас вот я хочу, чтобы мы с тобой обсудили, тем более Курдас, у нас примерно одинаковые боли в этом плане, да? Это вообще... Сейчас смотришь на вот это подрастающее поколение, на детей, даже своих детей смотришь, как они в школе там себя ведут, и понимаешь, что сейчас настолько все материальное ушло, даже вот очень дети, как только начинают говорить, у них там купи это, купи то, там деньги, там оно. Нету каких-то там что-то такое там родное, там душевное, там, да, там, поговорить. Ну, не то, что нету. Есть, но очень-очень мало. Да? Это мы сами виноваты, брат. Надо с самих начинать. Да, мы любим детей. Каждый человек любит своих детей. Как бы каждый хочет баловать по-своему. Как бы, как говорится, любой ребенок, даже вот приходит же в зал, да, там, пришел, оставил
сүйегі біздікі, ет сенікі, но извини меня, но ты должен помимо зала ты у себя дома воспитать. Мамле жоқ, да? Мамле между родителями и ребенком. Ребенок видит что? Ребенок видит то, что родители дома делают, ребенок это повторяет. Она зеркало, это твое зеркало. Да. Как бы, да, я понимаю, сейчас такое время, сейчас каждый хочет заработать на 3, на 2 работах, как бы, да. Ребенка взяли там, отдали куда? В садик отдали, потом дополнительные, потом там секции, там карате, футбол, там любой вид спорта, да. Но когда родители воспитывают своего ребенка, это вообще другое. Да, тренер для него авторитет. Тренер там воспитает, там это. Но, извини меня, дом, откуда ты вышел, как бы родитель, это сейчас большая проблема. Я говорю, даже нету вот этого отношения, контакта родителей с ребенком. Да. Даже элементарно, мы даже, говорю же, вот сейчас времени нет даже с друзьями встретиться просто. Там спросить, қалжадай мне деп, хоть увидеться, это, жив, здоров. Сейчас до такой степени, сейчас, я не знаю, это жизнь или мы что ли изменились. Мы начинаем искать где-нибудь там побольше заработать. С работы приходим, уже времени нету на семью. Устали, злые, где-то там не получился, где-то у кого-то тендер, у кого-то объем, где-то на работе проблемы. Вот так время идет, а мы же сюда пришли не с гарантией. Без уже, в любое время можем уйти, да? Молодые, старые, сейчас нет такого, сейчас в любом время. Мы пришли и ушли, как говорится, от Аллаха пришли, к Аллаху ушли. Да, просто, все за материал. Да, конечно, мы сейчас вот этот душевный, вот этот уважение, вот это вот понятие, вот это уже давно нету. Ценности было вот это. И буквально это и касается и детей тоже, воспитания детей. Вы, извините, дома воспитайте ребенка так, чтобы вы потом за него не стеснялись, с поднятой головой говорили тоже. Потом приводите учителю тоже, школу, там, тренеру. Тренер дает остальное воспитание. Как бы, да? Вот это сейчас большая проблема везде. Это мы сами поменялись. Элементарно. Сейчас все, купи, там, все сравнивается с деньгами. Даже элементарно между тренером и спортсменом, если ты там не ездишь на хорошей машине, и у тебя если нет денег, уже могут перед твоим учеником уже ты где-то падаешь, твой уровень чуть упал. Ой, он что? А потом ты у него спросишь, а кем ты хочешь стать? Явно не тренером. Тренер, я на вас смотрю с такой зарплатой. Ой, Саош, спасибо. Я не буду работать. Я пойду лучше там. Все хотят стать сразу миллионером, бизнесменом, как бы. А как ты этого добиваешься? Как ты этого, да, как бы? Да. Ну, миллионером, бизнесменом стать тоже нелегко. Тоже нелегко. Ну, как бы, каким путем ты это заработаешь? Просто как начинать. Сейчас много же вот этих, блин, начинает твой бай там. Да, если у тебя папа там крутой, да, там приколы всякие, да, вот. А как ты это заработал? Честным трудом или нет, да, как бы? Да, не тоже, все верят в то, что ты можешь сам добиться. Конечно, как бы это. Всегда сомнения, у тебя есть брат, у тебя есть папа, у тебя есть тот, у тебя там, у кого-то там, аяқ салбырат хамбру. Вот ты мне показывал до этого видео, давай посмотрим его. Я думаю, зрителям тоже будет интересно очень. Соңғы уақыттары бір жақсы сөз естіп қалдым. Достарың алыстап кетсе ренжіме дейді. Жас ұлғайған сайын әрбір адамның бір күйбеңдікшілік тіршілігі бітпейді екен дейді. Оның баласы көбейеді, үйіндегі керек жарағы көбейеді, ақша табу керек болады. Өмірінің көп бөлігін сол дүние деп жүрген кезде іштей сені жақсы көреді ғой, бірақ оған түсініп қарашы дейді. Шынымен де қазіргі уақытта достардың басы қала алмайды. Оған ренжімеуіміз керекпіз. Күйбең тіршілік бар да, күйбең тіршілік. Осы күйбең тіршілік достардың арасындағы қарым-қатынас үзіп қояды екен да. Бірақ шынымды айтамын, күйбең тіршілікте жүрген кезде шынымен де еркіндік жоқ екен бұл бізде. Ақша табу деген мәселе ана мен баланың арасындағы, ата-ана мен баланың арасындағы, үйіңдегі балаң мен әкенің арасындағы, әйел мен еркектің арасындағы, дос пен достың арасындағы махаббатты айырып кетеді екен де. Сонда қарап отыратын болсақ, сонда біз дүние табу үшін қымбат болған махаббат деген сияқты қиып кетеді екен бізді. Соны ойлану керек. Ақиқат қой.
Как есть. Как есть. она Мне есть, потом да. скинь ее. Я знаю, кому это надо отправить. Есть такое, да. Это он правду говорит, сейчас жизнь, как бы, да, все это все происходящее. Шабас. Я говорю, уже шабас, табас, даже не то, что там друзья, родственниками, элементарно просто Да. мы даже Да. позвонить, даже приехать. Раньше я помню, когда в детстве, қонаққа барады, там көрісу былайда араласып чайчик айтып. Это же событие. Как бы, да, вот спокойно. 2 дня готовишься. Да, а сейчас как бы такого нету, да, как бы то нету, то на работе, то поездка, то этот, то уже. Хотя, если честно, да, братан, вот сейчас вот смотришь, не сколько поменялся ритм, а сколько людей закрылись. Мы сейчас вот, бурда, вот в подъезде, например, ты живешь в подъезде, Соседи. ты знаешь, ты можешь там домой, я помню, вот мы домой приходили со школы, ну, родители на работе, все остальное, короче, и думаешь, что делать? Ты можешь спокойно пойти соседу там сбоку, если их дома нет, поднялся на 3-й, там, я на 2-м этаже, Спокойно, на чай 3-й, там, пьешь, салам алейкум, там, посидел. как дела, там, поиграл, там, я не знаю, покушал. Ну, покушал, ладно, там особо и не было изобилия такого, да, нанми майджисинг, там, чайчисинг. там. Я сейчас как будто 41-й там описываю, да. Нет, все равно приятно же. Да, Приятно. чисто вот это Коммель, ощущение. коммель. Просто вот это вот Да, отношение, уважение, вот это человеческое. Вот это. Сейчас, блин, кашу уже пить, там кто-то поднимается, там быстро дверь надо закрыть, там. Соседи друг друга не знают просто элементарно, Да? даже выходят, Да. не здороваются. Да? Сейчас это большая проблема. Я не Поэтому знаю. я к тому, что это не в том, что времени нету. То есть, я говорю, вот мои родители, они работали на 2 сменах. Да, там отец на вахте, приезжает, там охранником работает, там мама на 2 сменах, там что-то, я уже не помню, там она преподавателем работала в колледже, а 2-я смена, ну, я не знаю, там она все время там где-то работала. То есть, там вообще времени не было у них, да, но все равно как-то там родственники приходят, мы к ним идем в гости, там с соседями общение, какие-то там движения идут. Сейчас просто говоришь, все дома сидят, но чтобы к ним прийти, это вот это, Что там подумают, да, дома ли. лишний вертяко, там, жақтырмаймын сені, да? Ну, вопрос, как бы, я веду к тому, что это именно вот лично вот у каждого, да, эта тема. Я, допустим, я все время пытаюсь там гостей позвать, ну, родных там позвать домой в гости, там, накрыть на стол там и так далее. У нас как бы супруга, это прям в голове есть вот это, да, там, воспитанием забито, что нужно. Это вот коммуникации, это все время поддерживать. А есть те, которые говорят, да, құрсыншы, нағыламыз, там, ресторанға шақырып қояйық, там, или там где-нибудь там пообщаемся по телефону достаточно. Да, там где-нибудь увидимся на WhatsApp. Да. Ну, как раз вот эта вот тема, она очень такая большая, актуальная тема сейчас. И я считаю, как, да, это, опять же, жан-жақтан іздемей, себептерді, да, начни с себя, да, допустим. Как у нас есть дети, мы их воспитываем именно так, как вот правильно должно быть, то есть где вот ценности больше духовные, больше там такие по отношениям там и так далее, не материальные. То есть жаңағы мына жігіттің айтқаны, даже әке мен баланың арасында қатынас дейтін 70-80% ақшаның әңгімесі ғой. Сен неше ақша таптың, сен ана шаруаңды бітірдің ба? Қандай жұмыс жасаватсың, қандай должностьсың мысалы? Нет, есть многие, которые гордятся, потому что если там сын у них в акимате работает, просто в акимате работает, они говорят, менің балам әкімшілікте. Ну, это все о том, что материально там и так далее. Может, это гордость и все остальное, но вот үлкен кісілер айтатын еді ғой бұрында, адам бол. Ең бірінші адам болшы дейді ғой. То есть будь человеком, будь как бы человечным со всеми. Адамның күні адаммен. То есть переводить на это. И мне кажется, вот наша задача сейчас, вот нашего поколения, 85-е годы, да, там 84-е, 86-е, которых дети растут, не лезь там в чужое воспитание. Со своими детьми. Сначала у себя наведи порядок, успокойся, найди баланс, а потом с этим балансом, потом дети смотрят на родителей. Не то, что ты говоришь, а то, что ты делаешь. Это и есть пример, на котором они растут. А потом они уже более осознанное время, там, с 13 до 20 лет, они определяются, поступать так или поступать по-другому, да, то есть и там тоже будет играть большую роль
то как ты это преподнес. Если ты, естественно, там ремнем и всякими там богаузбен и так далее, ну, естественно, он и будет так же реагировать, да, на эти все вещи. То есть начать с себя, переводить это на детей, и я думаю, это не безнадежно, что невозможно спасти наше общество. Да. Біздің қолымызда бар. Өз қолымызда бәрі деген. Это как бы, я даже просто элементарно даже знаю школы, да, вот, где учатся наши дети с тобой, да, там, даже дети сейчас становятся, это они видят, то, что родители такие, они становятся такие жестокие. Они начинают сравнивать там, с телефонами, там, ой, там, я одел такую куртку, у меня такой рюкзак. Кейбір ата-аналардың жағдайы жоқ, например, такой взять, да, как бы. И вот это вот начинается, ребенок потом плачет. Сейчас очень много суицидов, кстати. Это многие дети умирают, потому что Аллах сақтасын, это из-за чего? Вот қоғам, да, это мы сами. Просто мы должны, материально. да, учить детей. Вот это не самое главное. Адам бол дейді ғой біздің ата-бабаларымыз айтып кеткен. Кім болсаң да адам бол. Адамгершілікті бірінші очередь. Действительно, сейчас переживаешь об этом, ну, это, знаешь, это что происходит, что произойдет в дальнейшем будущем. И хочется что-то сделать, да, сделать. Пока я живой, слава Аллаху, да, за свою жизнь я хочу сделать для своего народа, да. Тірі болсам, аямайым дейді ғой, өз еңбегімді қазағым, да. Сол үшін хочется после себя оставить хоть какую-то капельку, да, чтобы какое-то, да, изменение, улучшение для своего народа, для своей страны, чтобы завтра... И это тоже амал, если она будет записываться, перед Всевышним спросит до тебя. Да, это намаз читать, ураза, это все, ну, на твои деяния. Что ты сделал, да? Если кому ты улучшил жизнь. Хороший салап сделал после себя. Это касается не только меня, это и всех касается. Мы не с гарантией пришли в эту жизнь. Просто вот этими дунью, это деньги мы с собой не заберем. На нашей машине, на наших домах будут жить другие люди. Просто надо, я не знаю, что-то за собой оставить, чтобы за тебя говорили, вот такой ага болды там, или ата, аже там, вот такая-то заслуга, да. Если каждый человек будет так думать и делать так, извини, наша страна так, она так вырастет, и она изменится. Мы изменим весь это. И несмотря на советскую власть. Конечно. Это здесь у всех. Психология. Сейчас любому человеку, Костя, не стисни там, что ты там, о чем ты говоришь? Я даже когда был молодым, да, во дворе бегали, 12 микрорайона, как бы, да, там, когда начинаем, я джигитер, помнишь вот эти драки, ромсы, через это мы проходили, потом думаю, блин, ребята, мы ради чего деремся? Тот мой двоюродный брат. Стой, подожди, мы куда, зачем? Там мой худобала, там мой этот. И это, да, и за что? Давайте общаться, говорю, давайте дела делать, бизнес делать, я не знаю, зачем драться, давайте в футбол поиграем. Кушинста спорта, пойдем в зал, там поборемся, там побоксируемся, да. Вот так все это хотелось, чтобы вот это наше, за нами поколение, чтобы они были дружные. В то время, помнишь, вот это стреляли, там вот это вот. Ну за что? Просто элементарно сейчас думаешь, это же смешно. Да, прикольно было там это. Ну, все равно это глупо, просто сейчас вспоминаешь, а столько времени потеряли, да, по идее. Что кто-то умер, например, молодым. За что? Ни за что, просто по глупости человека. Просто вот сейчас хочется донести нашим молодым поколениям, давайте. Работайте, делайте дела, благие дела делайте, общайтесь, развивайтесь. Так тоже можно. Да, босяки керек, нужно, конкуренция должна быть, но здоровая. Здоровая конкуренция, а не там где-то отжал, отнял, там где-то заподлянил. А наоборот, конечно, это легкий способ, там взять кого-то, там напрячь, там кого-то отправить, там с кем-то договориться, там поджать и так далее, но а ты попробуй реально пробейся так, чтобы никому дорогу не переходить. Дорогу, да, через его дорогу пройди, как он проходил, и лучше сделай. Да. И надо радоваться тоже другим счастьем. У нас просто, у каждого человека есть свое, Казганович Булат, я не совру, у меня тоже, у тебя тоже, у всех это есть, да. Просто тоже надо уметь радоваться, как бы, да, за это чужих. очень важно, это
Очень важно. Это, кстати, наоборот, есть, это прям доказано, есть такое, что я вот изучаю эти вещи. Когда ты, например, завидуешь кому-то, да, адамда бәрінде шығады ғой, это автоматически оно выходит, да, это эгоизм, эго человеческое, да. И когда ты видишь, что там кто-то там бах, там сел на гелик или там что-то еще, естественно, ты хочешь так же, но, допустим, я себя приучил, наоборот, смотреть, типа, блин, красавчик, как он это сделал? Я хочу еще лучше. То есть не так, что типа, опять там ходит, там понтуется, выеживается там и так далее. Да? Нет. А как он? Иди познакомься с ним, пообщайся, обменяйся опытом, там, что, как, может какая-то идея появится. Научись, сделай, будь еще лучше. И когда ты с этого подходишь, с этого ракурса, да, что вот ты рад, ты искренне радуешься за этого человека, оказывается, это тебе дает еще больше, быстрее дает возможности пробиться и достичь своей цели. Это вот прям доказано, и я сам практикую это постоянно, да, в Караимда. Вот я раз не для того, чтобы там круче стать, а вот я просто искренне радуюсь, блин, красавчик. Можно. Молодец. Можно, да? Вот он добился, почему я не могу добиться? Да. Я же тоже могу, правильно? Я же такой же человек, как он. Ничем не хуже. И просто надо работать, двигаться и делать, как бы. Мембар уже, Роза Румбаева, ему просто повезло. На самом деле не просто повезло. Человек, блин, столько лет там трудился, то, допустим, там, железнодорожник, кумет она была, диджей Иманбек. Красавчик. Вообще мощный пацан. Бізде, мысалы, біздің Қазақстанның бір жігіті бар еще, тағы да вот этот, который клипы снимает в Штатах. Ну, брат без обид, но здесь выйдет фамилия. В целом, то есть, да, это, конечно, нам должно быть стыдно, что мы не помним эти фамилии, потому что их пока немного, да, которые на мир вышли. Да. И вот этот парень, который в Штатах снимает этим знаменитостям клипы. То есть он их режиссирует, вот как Ахалбек, например, нам съемки делает, да. Также и он там снимает в Штатах клипы всяким знаменитостям. Да, и он вернулся сейчас в Казахстане, хочет уже тоже развивать эту индустрию. То есть она же барып келді, бала там ақшаның артынан қашып кеткен жоқ, да, может заработать. Он не там остался, и как бы, да, типа, ой, там, Казахстан, он вернулся же на родину, и он хочет это все здесь поднимать. Да, вот, и вот для молодого поколения это как раз и эти ребята, они должны быть примером. Человек там на железной дороге ходил, там стучал по колесам, и, видимо, оттуда музыка у него и началась, там вот это есть же звук. Да, и где-то, видимо, там пошел на этот, на пульт встал и все, и сыграл. Красавчик, круто. Рад за него, молодец. Круто, вот за таких радуются. А есть люди, которые говорят, там, как Роза Румбаева, ему просто повезло, да. По сути, пацаны крутые, ребята, у нас тем более, я знаю, очень много у нас разработчиков, допустим, вот Северный Казахстан, Центральный Казахстан, жігіттер, Қарағанды, там, это прям сейчас считается среди айтишников, там, например, Караганда, это такой центр айтишников, наша Силиконовая долина. Конечно, у них нету возможности что-то создавать, но они все равно что-то делают, какие-то разработки. Я узнал, я узнал, что у нас, оказывается, еще и дроны делают, реальные дроны. И их не то, что их прям детали все полностью здесь разрабатывают. Да, то есть, прикол в том, что мы об этом не знаем. Да, может, это и какая-то засекреченная информация, я прям в подробности не буду впадаться, но по сути, что и так у нас уже делается. Просто теперь, вот, допустим, у меня вот миссия этого подкаста, тоже немного расскажу, вот именно такая, да, то есть рассказать. Вот есть, например, ты, который там получил определенные регалии, получил какие-то места и, самое главное, заявил о нашей стране всему миру, что вот есть Казахстан, и у нас тут попробуй там что-нибудь левое скажи, если что, да кто там, что там, да все. Но, по сути, вот суть, именно миссия нашего подкаста, именно рассказывать об этом, чтобы подрастающее поколение, даже те, есть у меня и ровесники, которые там, хотят, боятся и что-то там, для себя какие-то там проблемы придумали, барьеры, и все, и встали, да. Вот ты в начале разговора сказал барьеры, да, сломать.
вот это и приходит к тому, что ты сам с собой борешься, ломаешь этот барьер, потом уже начинаешь достигать. И ты постоянно это делаешь. И вот как раз вот эти ребята, которые не решаются, которые ходят, вахта надоела. Ну да, это, это муторное дело, вахта, да, то есть ты в депрессии все время. Ты там 15 дней там, 15 дней дома, ты не дома, ты не на работе, да, или есть там ребята, которые там с утра до вечера там водителями, да, работают. Ну, попробуй параллельно начать двигаться, там, купи стакан там за 5 тенге, продай за 10, это не вся схема бизнеса, но в целом, то есть, оно настолько просто, но мы все это усложняем, и начинается там, анадан горхам, надо переживать это, надо там, синби, и все остальное, и в итоге ты сидишь дома, там, перед телеком сериалы всякие смотришь и ругаешься на детей. Ну, то есть, это все цепочка, да. Поэтому, классную тему мы с тобой обсудили, вообще супер, блай-блай же, спорт, тангель, философия. Ну, хотя, по сути, спорт и воспитание – это одно целое. Выходим за границу нашего государства, нашего Казахстана, нашей республики и переходим на именно твою тему, когда ты, во-первых, когда ты начал быть тренером сборной Саудовской Аравии. Сейчас здесь флаг и вся команда будет, фотографии. Есть же, да, фотографии? Есть. Вот мы ее поставим здесь обязательно, да, вот, и со звуком. Та-да-да. Братан, тренер, ну, все так скромно там пообщались, и тут, оказывается, тут сидит тренер сборной Саудовской Аравии по карате, и вы еще уже участвовали и достигали мировых этих, да? медалей Медали. И просто пацан с Актау всего. Всего лишь там, захотел, позвонил, что там Саудовская Аравия, хочешь тренера? В Саудовской Аравии у меня, когда я еще был старшим тренером Республики Казахстан по молодежи, помню, это 15 год, в Индонезии ко мне подходили менеджера, тренера, как бы просили тренера, как бы. Ну, как бы в то время я Казахстан, как бы я говорю, I'm sorry, пока мы не можем, и как бы там цены, еще страна закрыта такая была, как бы сейчас еще у меня свои цели, у меня чемпионат мира впереди, как бы Казахстан надо развивать, поднимать. И вот так вот разошлись, как бы. Потом, в 2018 году у нас были совместные сборы, когда первый раз ко мне подошел их президент федерации, он там где-то в королевской семье, там и он говорит, он говорит, Ахкоке, короче, просим тебя, да, Жумушаса Гурек, туда-сюда. В общем, я как раз вот в 2017 году я стал помощником старшего тренера, как бы и как бы моя вакансия освободилась. И как бы у нас в Казахстане много хороших тренеров, как бы. И думаю, дай попробую. В 2019 году я с ними начал первую работу, как бы поработал, и, можно сказать, первый раз Всевышнему, Аллах Та'ала, Жумус, упорная работа, как бы, и они на Азии стали, как бы, зашли в десятку сильнейших, заняли, у них 5 финалистов, 4 золота тогда. Ты был, уже тренер? Я их не тренер, да. Ну, они как ты можешь сказать, ты же привел команду. Ну, честно, ни одного человека, может, это командная работа, да? Ну, да, согласен. Да. Где-то что-то я, может, направил, где-то подсказал, где-то И, естественно, с ними работал вместе. Но это, можно сказать, командная работа. И такой вот хороший результат. И после этого я как бы обратно вернулся в Казахстан, работал здесь, потом у нас Олимпиада, как бы не Олимпиада, на эту лицензию готовились. В Улан-Удэ, 22 год, вот пригласили как бы поработать, как раз у них был чемпионат мира, вот чемпионат Азии и такие турниры. Ну, альхамдулилля, как бы на мире они показали результат, как бы это, можно сказать, хороший результат, это история карате с Саудовской Аравии, потому что 3 финалиста, там 3 медали, золото, 2 серебра, как бы это достижение, да, как бы это нет предела, как бы моему счастью, да, как бы это мой опыт, мой дебют, как бы, да, у меня есть здесь, в Казахстане был чемпион мира по кадетам, мой ученик, как бы,
И здесь у меня получается на мире, Саудовской Аравии, как бы, и такой результат, Аллаху шукр, как бы, и с командой у меня хорошая работа, и дети, как вы видели на ролике, как поднимают на руки, я сам не ожидал, честно, до такой степени, они меня называют и тренером, и отцом, вот это вот отношение, вот это вообще, булек, да, как бы, альхамдулилля, как бы, за такой результат. Вот да. Я и по сей день я работаю сейчас в Саудовской Аравии, сейчас я отдыхаю дома, в Ахтау, как бы. Сейчас думаю поехать или остаться здесь, как бы есть такой, как бы этот. Хочется, конечно, да, как бы хочется тоже у себя на родине как бы развиваться, но таких возможностей нет, как мы с тобой разговаривали. Хочется открыть все, вот это развивать, а не смотреть, ждать, когда государство там поможет, там там на поездку там. Я вот до сих пор разговариваю, да, извини меня, многие спортсмены, тренеров проблемы с финансами, не могут, например, поехать на какое-то соревнование. Ну, это больная тема. Да, вот. Это и есть такое. Когда вот это все услышишь, у меня все здесь начинается, я думаю, уйти или в бизнес уйти работать, или, я не знаю, как бы, да, хочется как бы, вот сейчас канал мог кто-то увидеть, да, например, кому-то заинтересуется, да. Может, давайте откроем вместе совместно там, давай развивать, да без проблем, без проблем, хочется как бы это, да, ну и туда охота, конечно, и дальше больше развивать то, что они знают теперь, весь мир знает то, что казахтың тренерлер, казахтың балдары, оказывается, есть хорошие тренера, есть. Я знаю даже этого нашего штангиста, который в Казахстане, у него как бы, ну, своя политика, не получилось там, уехал в Узбекистан и воспитал олимпийского чемпиона. Теперь его хотят вернуть, он вроде бы вернулся, или я не знаю, честно, за него как бы, но я за него рад искренне, потому что мында бағалаған жоқ ол тренер. Он там показал, и теперь говорит, Уйбай, это же наш тренер, почему его здесь? Ну, здесь я вот хочу сказать, құрметті көрермендер, братья-бизнесмены, которые ну, в прошлом были спортсменами и до сих пор спортсмены, вот есть реальная возможность переманить тренера сборной Саудовской Аравии на, я не знаю, трансферные оценку, все это можно потом со временем сделать. Окно трансферное открывается через неделю, как только вы посмотрите этот подкаст. Определитесь, если еще звоните, номер, все данные мы его выложим в описании, поэтому обращайтесь. Это как бы, с одной стороны, оно как бы в шутку, но при этом на самом деле это очень такая серьезная тема, то, что ты говоришь, там в Узбекистан уехал, там один тренер, ты поехал, там, да, столько медалей заработал. А что мешает нашему казахстанскому спорту такое же достижение получить? Да, есть Головкин, есть там на Олимпиаде какие-то места занимали, там, я не знаю, что-то такое происходило, но прям так, чтобы реально показать наши спортивные достижения, такого еще прям, не знаю, вот, масштабно такого еще не было. Поэтому можно и не только в олимпийском спорте, да, то есть в олимпийской категории, а именно в профессиональном, в любительском. Тоже есть очень много соревнований, которые проводятся. Да. Особенно интересно профессионально. Почему, допустим, GGG стал такой прям, Геннадий наш стал популярным, там весь мир о нем говорит, да, есть половина мира болеет за него, там, я не знаю, там, кто боксом увлекается. Потому что это профессиональный бокс, он более раскрученный, его больше рекламируют, да? Почему бы и нет? СМИ работает хорошо, да? Да, поэтому здесь как бы ограничений нет, можно в любом спорте, но главное это вот, чтобы мы как земляки друг друга поддерживали, помогали. Я, например, может, я уже как-то своим подкастом повлиял на то, что там через год у вас уже будет здесь школа профессиональная, да, академия там. Я сам хочу, ну, у меня больше тема такая профутбольная до сих пор, да, вот. А Каспий, да? Где флаг Каспий? Каспий, наши чемпионы, красавчики. Всегда я горжусь этой командой, вообще боевые ребята. Это вообще очень круто. И вот я про футбол, и у меня тоже есть какая-то мечта, скажем так, цель, задача.
создать здесь академию, не просто академию, а именно чтобы тут приезжали с других городов молодые ребята, здесь жили, обучались, то есть образование, воспитание и спорт. Прям вот в таком подходе. Шикарно. Вот представь, да, у тебя школа боевых искусств, у меня там спортивная школа по футболу, ну, в целом это уже какое-то влияние, да, на развитие. Вот он. Красавчики. Наш Каспий. Каспий Го. Сначала Каспий, потом Ливерпуль. Ливерпуль, ренжимеңдер жігіттер. Каспий это родное. Вот. Поэтому почему бы и нет? Вопрос все зависит от того, как наше общество это поддерживает, особенно ребята, которые добились чего-то, которые имеют возможность, да, не все же под себя, не все там полностью, ты с собой ничего не унесешь. По-моему, у Македонского, да, Александр был, когда он сказал, в Улинде вот он приказал, что полностью его раздели догола, просто белой простыней закрыли, все вот эти вот вещи, все вытащили и показали, что это тем самым он хотел показать, что как ты с пришел, собой, так и да, ушел. вот как пришел, да, в таком же виде ты уходишь, чуть-чуть там постаревший, обшарпанный, да, ештеңені алып кетпейсің, а остается только с тобой, после тебя, это твоя история, это то, что ты сделал, это то, что Благие ты дела, создал, да. благие дела, это самое первое, номер один. Вопрос даже, ну, честно, не в том, что ты еще там себе какой-то создаешь условия, да, там, в той жизни, а именно здесь, потому что после тебя остаются дети, после детей остаются их дети, да, то есть это должно передаваться. Думать надо о Да. поколении. Ол сосын сенің жасағанды көріп, сенің мысалы балаларың, они по-любому себе поставят какие-то ограничения, что нужно, не ограничения, а именно правила, что нужно то же самое продолжать. И правильно все продолжать. Да. если это. Поэтому, ну, как бы, здесь мы вообще сегодня такую, не то что, не одну тему, мы очень много важных тем подняли, я считаю, прям один из лучших подкастов. Из всех 10 тысяч подкастов, которые я снял, да, мы сняли. Енді мынандай, у нас как бы есть такая традиция. Совет, конечно, мы сегодня очень много крутого сказали. Это все, наверное, звучит как один большой подкаст, как совет должен быть, но по сути вот отдельно прям көздеріне қарап отырып көрермендердің такой прям совет мощный, ну, скорее всего, наверное, молодежи, я не знаю, кому это будет посвящаться. Да, скорее всего, подрастающее поколение, біздің жас жігіттер, жас қыздар, қарындастар, інілеріміз келе жатыр. Бірінші очередь енді бұл уважение, тәрбие, воспитание, уважение к своим родителям в первую очередь, потом уважение к другим, как бы говорится, обучайтесь, учите языки, старайтесь, чтобы у вас был здоровый, дұрыс бәсеке, да, здоровая конкуренция. Да. Андай курамашылықты қою керек. Надо работать, двигаться, и можно, все возможно. Қолдан келмейтін зат жоқ. Бірінші енді первый Алла тағала, одан кейін енді өзіңіздің ниетіңіз, айтады, адам болып кет дейді. Двигайтесь, работайте, жандай амал істеңдер, жақсы амалдар. Қанша өмір сүретінімізді біз білмейміз, мы не знаем, сколько будем жить. За собой оставьте, пожалуйста, хорошие, благие дела. И, конечно, старшим братьям, ағашкам, которые наши, которые добили в жизни, как бизнесмены, говорят, открывайте клубы, босяке, сделайте так, чтобы ваши клубы соревновались как бы по футболу, да, например, Да, да. Каспий или твой клуб там. Влаживайте туда, как бы твой ребенок, который растет, по-любому у нас на лбу написано казах. Пусть там у нас развивается спорт, и так у нас здоровая конкуренция, да, вот что. Давайте делать благие дела, как бы, и думаю, Так это мы сочтется, это сауаптан аласыздар, иншаллах. Все, дендеріңіз сау болсын, здоровье берегите, самое главное, здоровье. И айтады ғой, адам болыңдар дейді ғой. Будьте богобоязненными, всегда оставайтесь людьми человечными. Адамның күні адаммен дейді. Тек аманшылыққа кездесек, чтобы никакой войны,
басымыз аман, еліміз тыныш болсын, дендеріміз сау болсын тек. Наши зрители, наверное, тоже сказали рахмет, вообще, наверное, кайфанули, посмотрев этот подкаст. Я сам кайфанул, я вижу, что ты прям с удовольствием. Я тоже душевно поговорил про поговорили вообще там, за чашкой чая деген сияқты. И еще хотел один момент отметить, что, к сожалению, с нами сейчас нету Эндрю, он очень сильно занят, потому что там у него свой бизнес, и он обучает детей, вот тоже молодец, я как бы его понимаю, почему он там не пришел. Он занят обучением детей, красавчик. Нигериядан келіп біздің балаларға ағылшын үйретіп Ол отыр. қандай сауап бір жағынан. Да. Он как бы дает нашим подрастающему поколению расти на уровень наши уже образованные, уже язык Это знают. круто. Это круто, молодец. Эндрю красавчик. Да, большое уважение, да. Ты, конечно, хотел с ним поговорить, но еще время будет. Еще посидим. Еще посидим, поговорим. Поэтому всем большой рахмет за то, что сидели, слушали. Спасибо вам за то, что вам было интересно. Смотрите наши подкасты, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Колокольчик — это такая фигня, когда ты его нажимаешь, ты видишь первый раз, когда вот только мы выходим в эфир, то есть наш подкаст выходит, ты первый, аямай басындар. И пишите комментарии, ребята, вот прям интересно, что вы напишите, какое ваше мнение, вообще уже несколько мы эпизодов отсняли, несколько выложили. И охота услышать такой фидбэк от нашей публики. Жігіттер, Ақтаудың жігіттері, Маңғыстаудың жігіттері, не тормозите, напишите комментарий. Нам важно, мне очень важно. Я хочу с вами поговорить, ответить на вопрос. И самое интересное, вы можете выбрать следующего нашего гостя. Может, есть ребята, которых я еще не знаю, не слышал, но они там творят такие вещи, там собирают дома машины там, и так далее. Все может быть, и посредством вашего голосования и ваших рекомендаций я обязательно сделаю максимум, чтобы пригласить этого гостя в наш эфир. Поэтому еще раз бәріңе үлкен рахмет, жаңағы Ерекеңнің айтқан тілектері бәрі қабыл болсын. Бәріміз аман болайық, келесі кездескенше, келесі подкастта кездескенше аман сау отыра беріңіздер. Ал Не айтасың? шоу! Она шоу, у нас здесь хорошо.